В Уфе установили первую вертолетную площадку, расположенную на территории Республиканского перинатального центра. На сегодня это единственная взлетно-посадочная площадка. На очереди еще 8. Их распределят по всему Башкортостану. О том, какие перспективы развития у башкирской санавиации, в материале Артура Шамсуддинова. Автомобиль скорой помощи Юрия Плотникова – один из 16 в республике, на котором красуется надпись «Санитарная авиация». Парадокс, но именно таким транспортом сейчас представлена эта служба. Конечно, реанимобили оснащены по последнему слову медицинской техники и предназначены для эвакуации трудных больных со всех районов Башкортостана. Но даже несмотря на это, летать они все равно не могут. Ну, например, скажем, в Сибай мы едем 5-6 часов, а на вертолете 2 часа, 3 часа. Это же очень, так сказать, лучше. Уже в ближайшие годы ситуация должна измениться. Парк службы пополнится вертолетами. Первым шагом стала посадочная площадка, которую построили на территории Республиканского перинатального центра. На сегодня она единственная, находящаяся на балансе Башкортостанского Минздрава. Изначально в Уфе планировали обустроить 7 вертолетных площадок, однако впоследствии от этой идеи отказались, и теперь их будет только 2. Но располагаться они будут в местах повышенного скопления медицинских учреждений. К примеру, та, что находится возле перинатального центра, сможет принимать пациентов также в кардиоцентр, центр переливания крови, 22-ю больницу и РДКБ, которые располагаются буквально через дорогу. Задачу дать башкирской медицине крылья поставил Ради Хабиров на одном из транспортных часов. Авиационной сетью планируют покрыть всю республику. На следующий год в рамках этой же программы планируют строительство и открытие еще 8 вертолетных площадок. В Уфе это площадка около городской больницы номер 18, и в городах Октябрьск, Нефтекамск, Стерлитамак, Баймак, Белорецк, и Васкино и Мисигутово. На путь от места ЧП до профильных республиканских клиник уйдет в 2,5 раза меньше времени. Гульназ Билалова на последнем месяце беременности. В перинатальный центр ее привезли из Бурзянского района. Путь пациентки до медицинского учреждения занял несколько суток, а мог бы всего пару часов. За это у нас с пересадкой сначала с Бурзяна в Белорецк, потом там несколько дней отлежалась, потом только Уфу отправили. А вот если вертолет был, конечно, сразу отправили. Следующим шагом должно стать использование специализированных вертолетов. Летать под знаком санавиации будут винтокрылые машины «Ансат» татарстанского завода. Их возьмут в аренду. На борту они способны разместить до 8 пассажиров. У нас критерии – это все жизнеугрожающие состояния и расстояние более 200 километров. От медицинских организаций города Уфы, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Правило золотого часа – времени, когда нужно оказать первую помощь, уже устарело, считают эксперты. Впору говорить о платиновых минутах. К примеру, многие выжившие в ДТП погибают на пути в больницу. Программа по развитию санавиации позволит улучшить этот показатель. Средняя стоимость одного полета по примерным оценкам будет составлять около 200 тысяч рублей. Деньги, конечно, немалые, но человеческая жизнь гораздо дороже, говорят медики. Артур Шамсуддинов, Ильдар Насреддинов и Азат Тузбеков. Новости Уфа.